И свалочка очередная. Вот машины стоят металлоломные. Вот, да. Машинки вот в ряд стоят. Бери, не хочу. Запчастей-то сколько, вон фары. Что только нет. В России бы все в дело бы пошло. Все в дело. Ну чё, какие новости? Сегодня день вообще такой ужасный, наверное. Не знаю даже, как назвать его. В общем, получила я сегодня тикет. Ну, тикет это, короче, штраф. Остановил меня полицейский. Ехал по двухполоске, по сельской местности, короче, и пошел на обгон фуры. И превысил скорость на обгоне. Ну, естественно же, как можно при обгоне не превысить скорость на двухполоске, когда нужно быстрее проехать тачку, фуру тем более. В общем, остановил полицейский. Там была типа разрешенная 55, а я ехал 79, показал. И, короче, словил я тикет. Ладно, было бы это в России, но это в Америке. А в Америке это не очень хорошо. Это все записывается в рекорд, в твой рекорд. И это это сказывается все на страховке. Это плохо сказывается для работодателя. И, короче, геморрой создает. Точно. Ну, за счет этого держится порядок в США в целом. Как бы я понимаю, что я виноват, да, я разогнался туда-сюда, но мне не фартануло сегодня, откровенно не фартануло. Превышают-то многие, превышают все, в принципе, просто главное делать это, знать, когда это делать. Вот, я шел на обгон, короче, как раз, фуру проходил, и мне навстречу как раз полиция ехала. То есть я ждал, когда этот момент обогнать фуру. Блин, и вот дождался именно того момента, когда там будет ехать полиция, и он просто на радаре зафиксирует мою скорость. Не фартануло, просто не фартануло. А так, в целом, я сегодня разгрузился. В общем, завтра у меня будет загрузка в Мичигане под Детройтом. И поеду я на Северную Каролину. Вот в таком месте поставил палаточку. Купил в Walmart наконец-то такую полочку. Попробую ее вкорячить вместо... Сейчас вместо этого холодильника, извиняюсь за падение. Вот. Надеюсь, поместится. Так, отлично, влез. Сейчас наведу порядочек здесь чуть-чуть. Сейчас душик принять. Тракстапы далеко, но принять душ надо. О, хорошая вода. Питьевая.
кайф какой. Красавчики, малыши. Спокойно здесь. Вот те, которые в лужах тут живут, дорожку проходят. Что, я в Нью-Йорке, снова разгружаюсь в том же месте. Дикая природа здесь даже в Нью-Йорке есть. Кто не зажарил, спокойно живут себе. Ну чё, разгрузился. Таким же холодильником я уже разгружался. Ох, жара, кондер так и не починили, не работает. Что-то я перестал снимать последние дни, что-то как-то настроя вообще нету. Вот, сейчас разгрузился, сейчас жду другой груз, но, скорее всего, его не будет. Вот, и я сегодня буду гулять по Манхэттену, оставлю машину Снайдера, друга, и, возможно, его возьму в Питтсбург себе, потому что после Нью-Йорка я еду грузиться холодильниками в Филадельфию, как обычно, и оттуда уже еду домой. Ну, там, по-моему, в Миссури, короче, груз будет, но грузиться буду, ну, в общем, через дом. Вот. А так ничего, вот, как вообще нервная неделя была, еще и этот тикет словил. С этим тикетом, в общем, надо будет ехать в суд туда, где я его получил, в том каунте, ехать и доказывать свою невиновность. Потому что там, где я превысил, я шел на обгоне. То есть обгон — это такой спорный момент. Поэтому как бы за превышение на обгоне, мне кажется, это можно много аргументов найти, они в принципе есть. Потом как-нибудь озвучу, когда уже поеду, там уже ближе к делу все понятно будет. Вот, и так будет понятно. А так, что-то вообще как-то настроя снимать нету. Я и фильмы перестал выкладывать. Что-то ютубчик как-то у меня все равно не идет. В Инстаграм как-то повеселее было. Все-таки в Инстаграме у меня подписчики именно в моих такие вот... Не то что... Как приятный контингент, в общем. А в Ютубе так не ощущается, потому что хрен пойми, кто под какими никами. Вот. И... всякие гадости могут написать, потому что, ну, не показывая лицо, естественно, и свое имя, а такое я вообще не приемлю. То есть, короче, это... Ну, не знаю, как это объяснить, когда пишут гадости и не показывают ни лица своего. Да вообще, как пишут гадости, я не знаю, как можно... Вот, а в Инстаграме там у меня такая хорошая публика. Можно сказать, все мои друзья, как знакомые. Наверное, буду, может, в Инстаграм выкладывать, не знаю. Блин, честно, я и по машине своей скучаю. Купил машину и не вижу ее. Хочу приехать, ее помыть. Надо купить какую-нибудь автохимию, там, ну, чтобы все красиво было. Приеду, на мойку поедем. Да, надо зарегистрировать ее. С предыдущим владельцем надо будет поехать, нотариально заверить куплю-продажи, в тайтл записать меня. Потому что так юридически она не моя. Как бы физически она моя, ключи у меня, тайтл, все у меня, но юридически она еще не моя. Она еще на предыдущего владельца, потому что времени не было. Я на работе. Вот, и когда... в субботу, послезавтра, наверное, это все сделаем. Фух, все, я подъехал на свой родной район, Джексон-Хай, в Нью-Йорке. Купил тут KFC-шного этого, мил, короче.
Раз я пользуюсь стоянкой, я сегодня машину здесь оставлю, буду здесь ночевать. Пользуюсь их стоянкой, уж надо приобрести хоть что-то покушать, тем более кушать хочу. Сейчас поем и поеду я купаться в океане. Посмотрел ближайшие пляжи, ну, более-менее нормальные, не то что ближайшие. Короче, поеду на Брайтон-Бич, это русский район, ну, все знают Брайтон-Бич. Но я там, при том, что не был на Брайтоне, вот поеду на метрошке. Машину я оставлю, потому что на машине ездить как бы вообще не кайф сейчас, тем более час пик. Вот, а потом, когда я приду уже, ну, это будет поздно, потом по Манхэттену еще, наверное, погуляю. И потом поеду на загрузку в Филадельфию, потому что трафика будет мало и можно будет нормально доехать. Все, пошел я гулять по Нью-Йорку. Не знаю, куда поеду, может по Манхэттену, может не поеду в Брайтон. Честно, мне в Брайтон неохота, хотя там океан, короче. Ну, не знаю, что-то мне душа не лежит в Брайтон-Бич ехать. Да и далековато как-то получается. Так непривычно, тут все зелено. Вот здесь мы тут жили месяц, даже больше чуть-чуть. И все для меня здесь зимнее должно быть в воспоминаниях. Но зелено вообще не узнать тут. Нью-Йорк весь масочный. Я одену на всякий случай, все равно большое количество людей. Неохота заболеть. Тут реально все даже на улицах в масках гуляют. Ну, я хер знаю. Иду сейчас в сторону Таймс-сквера. Вот и Таймс-сквер, что-то тут. Концертик тут какой-то там. Okay, you see my son? They are not my sons. Okay, guys, this is a long line. Guys, this is back on this side. And one inch back on this side. This side. Walking like it's hard. Walking like it's hard. Walking like it's hard. Give attitude. Walking like it's hard. Walking like it's hard. Walking like it's hard. The only in my eyes is the bullshit. Because I gotta go to the room. Народ развлекается вообще классно. Неожиданно для себя ногу натер вот здесь вот. Вообще первый раз в жизни, наверное. Короче, не судьба походить мне. Ну, в принципе, я на Таймс-сквер пришел тут. Пофоткал чуть-чуть и нормально. Можно ехать дальше.
Вот он, спальный райончик. Джексон Хай. Куинс, Нью-Йорк. Все-таки Нью-Йорк это какой-то отдельный мир. Так же, как Москва в России, так же, наверное, Нью-Йорк. Только в другом плане немножко. Все-таки немножко другая Америка. Посмотреть Нью-Йорк, побывать в Нью-Йорке, это значит не увидеть Америку, не понять, какая она. То есть, так же, как если прилететь в Москву, ни разу не был в России, тоже не поймешь Россию вообще. То есть тут вообще не американский дух, здесь совсем вот мультинациональный, мультиязычный город вообще абсолютно. Столько культур здесь переплетено. То есть это не Америка, это не США, это Нью-Йорк. Реально он очень такой классный в каком-то плане. Вот в этом мультиязычность. Кого здесь только не встретишь. Все национальности, наверное, встретишь, и они все, в принципе, живут компактно, каждый в своем райончике. Чувашского только нету, наверное, такого района. Чуваши беспалевные везде живут. Только я могу по говору или как, по говору я чувствую, что человек с Поволжья или с Чуваши, вот наши. Все-таки это очень сильно чувствуется. И от того чувака, который водитель тоже, я его узнал именно я почувствовал, что что-то наше по голосу его. Ну что, поехали в Филадельфию. Под вечерок, сейчас самый кайф. Ох, ну все, приехал на загрузку. Завтра буду первый, вот эти ворота. Это обязательно? Ну я сделал сверху. Так, на Лукойл принципиально не заеду. Там я узнал, что у них в России нефть разливается в республике Коми. Не буду я их поддерживать. Пойду лучше на другую заправку. Давай вместе. Все, хватит? Ну, держи. И это теперь. Вот это теперь давай. Пошли. Я пошла. Давай. Пока. Ай. Ой, привет. Все, Все? хватит. Хватит. Пойдем уже. Пока. Молчи. Уже все. И музыку читать. Нет, не музыку. Все, доброе утро. Так, идут выходные. Занимаюсь машиной потихонечку. Вот сейчас приехал на мойку, первый раз я ее помою. Вчера я убрался в салоне, хотя салон был
в принципе, чистый. То есть, я не знаю, то ли предыдущий владелец убрался, то ли просто они как бы не свинячили. Там, в принципе, только пыль сдуть, такую влажную уборочку дегризером сделал, то есть всю панельку протер, там все сделал. Вот. Света сейчас тут мало, но салон на самом деле вообще в идеальном состоянии. Я еще раз хочу это сказать, потому что для 2007 года, ну, он просто реально хорошо сохранился. У него хорошие владельцы были. Вот. Единственное, что напоминает о пробеге 211 тысяч миль, да, это вот, это водительский коврик. Водительский коврик с дыркой уже. Дырка от пятки. Единственное, что напоминает, остальное так и не скажешь, что у него такой пробег. Но если он сделан по хайвею, то по американскому, то вполне это немного для такой машины, для Тойотки. Сейчас буду мыть. Так, а вчера я купил... Да, у меня, кстати, с кнопки открывается багажник. Кнопочка есть, вообще удобно теперь все это. Купил купил пылесосик маленький, ну, специально, чтобы пылесосить салон там, потому что дети там, ну, не только дети, оставляют все равно всякие кусочки еды, надо это все пылесосить. Купил насос маленький, вот, ну, это такой emergency, как экстренная помощь. Вот, и купил такой tools, он там $10 всего стоит такой, чтобы в машине всегда должен быть. Вот фонарик, отвертки с разными наконечниками, то есть меняешь все, изолента, всякие эти диоды, как их, блин, забыл, фьюзы, как по-русски-то они там называются-то, я забыл. И, короче, клеммы. Вот, ну, это в машине обязательно нужно, то есть взял. Вот багажник. В принципе, да, запаска, кстати, у меня здесь все есть. Вот, обычное колесо, в общем, отлично. Домкрат есть. Ключ-баллонник есть. Так, ну что, снова в дорогу. Стоит мой красавец. Или красавица, я не знаю. Ну, по-моему, он красавец. Вот у него внешность такая мальчиковская. Ну, это кому как удобно, конечно. Можно и красавица. Ну, не знаю, это вот это, наверное, красавец. Короче, мне сейчас ехать вообще в Миссисипи, где-то 14 часов показывает. Ну, то есть завтра мне до 11 надо доехать. Что нормальный по 5 пробег снова, по старым же дорогам. Суд, кстати, по тикету у меня будет через следующую неделю, в понедельник. Ну, короче, неделя, грубо говоря, сегодня воскресенье. Вот, и в понедельник будет суд. Надо будет туда явиться. Сейчас остановился покушать перед Луисвиллом, возле Пайлота. Не первый раз мне дают кофе бесплатно в Пайлоте. Вот у них подход к клиентам. Они говорят, just coffee. Я говорю, да, только не надо, иди так. То есть они иногда так по настроению, ну я не знаю от чего, короче, типа кофе бесплатно дают. Ну тут и прикол. Ну, то есть, естественно, я расположен к этой сети, начинаю, ну то есть... Это классно, кофе бесплатно. Так оно копейки стоит все равно, там, что там, $1.60, вот это медиум, это копейки вообще. Но все равно приятно. Ну что, в общем, у меня новое приключение. Не работает ближний свет. Дальний работает, а ближний не работает. Ну, короче, не могу я так ехать. Сейчас надо проверить, в чем причина, то есть с лампочками или с чем. У меня, в принципе, есть лампочка. Я могу сейчас открыть, вытащить одну, попробовать. Если работает, значит, лампочки обе перегорели. Я не знаю, вдруг скачок какое-то напряжение было. Я не знаю, мало ли чего. Прочекаю. Если не получится, то никуда не поеду. И буду ждать рассвет. Ну, то есть буду отдыхать до утра. Короче, пронесло. Нормально, поменял лампочку одну. Но это все из-за кочки, короче, на одной кочке. Там
яма, блин. Я сколько раз на нее попадаю в одном и том же месте за Луисвиллом. И на этой кочке, видимо, что-то тряхануло эти лампочки. И одна вообще там, спиралька, короче, слетела. Порвалась. На вторую там надо было поправить, и нормально все, едем дальше. Такое бывает. Я, короче, кофе выпил, ну, такую нормальную, медиум. Медиум размер. И меня прям штырит, так я чувствую. Бывает такое. Ну так, приехал я. Я яблоко ем. Приехал я в лес, время у меня есть, загрузка будет завтра в Алабаме. А я здесь в Миссисипи, он машину оставил. И тут какая-то дятлинная тропа. Тропа дятлов. Не тропа дятлов. Дятлинная тропа. Там Woodpecker Trail. Ну, кому как удобно, короче. Я сейчас первый раз увидел аллигатора. Там бэйби-аллигатор. Маленький, короче. Щеночек. Аллигаторчонок. Вот мне женщина его показала. Ну, как бы я пришел только, она уже за ним наблюдала. Он там что-то охотился. Прикольно. Прикольно. Давно я, кстати, так не гулял. Ну, что-то как-то времени вообще не было. И возможности, чтобы вот так вот, как в старые времена. Потому что это уже так давно было, когда я гулял там в Северной, там, в Южной Каролине, в Небраске. Вообще реально кажется, что это давно. Правильно, вообще не было возможности такой. Сейчас вот есть время. Отлично. Напитаться энергией. Потому что что-то я вообще давно с природой не общался. Энергия прям на нуле у меня батарея. Сейчас даже уже побыл здесь минут 10. Уже прям лучше, полегче. Лес. Природа здесь замечательная, кстати. Миссисипи, конечно, очень классная. Много хвойных лесов. Прям реально хвойных. Запах хвойный. Даже слепни летают. Все, что нужно. Видно, здесь лесные пожары тоже бушуют частенько. Вон все обуглено, обгорело. Даже вот этой весной, походу, здесь горело. Все свеженькое такое еще. Ну или в прошлом году, не знаю. Ну, совсем недавно это все было. Капец, тут на меня оводы напали. Не знаю, что хуже, слепни или оводы. Но оводы, по-моему, побольнее. Чисто по моим ощущениям, как-то неприятнее. Хотя и те тоже. О, первого клеща я сейчас с ноги снял. Ну, он не присосался, он бегал, я его почувствовал. Первый клещик в этом году. Ну, я там просто вообще в кустах таких ходил.
Крокодильчик, красавец. Аллигатор. Здоровый. А я здесь покупаться хотел. Ну, мыслишка такая была. Ну, теперь у меня нет таких мыслей, конечно же. Первый раз я вижу аллигатора вживую.